Наш эфир продолжит выпуск новостей. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В 30 районах региона произвели запуск тепла. По всей республике подготовка к отопительному сезону ведется в плановом режиме. В приоритете на запуск тепла стоят социальные объекты. Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников в режиме ВКС провел совещание по вопросам готовности и запуска отопительного сезона на 23-24 года в республике. В ходе работы комиссии министерства и руководители районов отчитались краткой информацией о запуске. В рамках подготовки к отопительному сезону проведены ремонтные и профилактические работы тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Сегодня есть сигналы, которым поступают от социальных учреждений, в первую очередь это детские сады и школы, о том, что есть отсутствие температуры, недостаточные, скажем, комфортные условия. И в этом плане мы, как это часто бывает и традиционно бывает, проводим штабы, чтобы эти причины устранить, выявить здесь на корню и сразу, в чем причина это заключается, и чтобы мы своевременно запуск произвели в первую очередь в социальных учреждениях. Ну и, понятно, жилой фонд. Сборная России будет представлена на чемпионате мира по вольной борьбе в Сербии. Спустя 2 года российская и белорусская команды выйдут на ковер мирового первенства. Об этом сообщил почетный гость международного турнира памяти Коркина, олимпийский чемпион, главный тренер сборной команды России Хаджимурат Гацалов. Атлеты из России и Беларуси будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены, без флага и гимна. Напомню, на чемпионате мира примут участие и наши легионеры. Это Раян Тютрин, Нюргун Скрябин, Андрей Бекренев, Владимир Егоров, Георгий Окороков, Николай Хлопков, Айвал Лазарев. Предолимпийский турнир пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. Ребята никакого отношения не имеют к политике там. Ребята непосредственно занимаются спортом, готовятся. И, естественно, президент Федерации отстаивал их, чтобы они участвовали на чемпионате мира. Ждем официального подтверждения, официального письма от ЮИВ. Мы все этапы подготовки прошли, 3 этапа. Сейчас у нас крайний уже подводящий сбор Парамонова. И ребята себя хорошо чувствуют. Самое главное, что они настроены на бой. Вот это самое главное, что они заряжены. Перейдем к другим темам. Выборы – это гражданская позиция и ответственность. В 3-дневной избирательной кампании якутские общественники активно принимают участие и призывают горожан и жителей сделать правильный выбор. Каждый уважающий себя и свою страну, республику, гражданин должен принимать участие в выборных мероприятиях. Об этом заявила общественник Ирина Котенко. Мы, предприниматели, всегда зависим от тех законов, которые принимаются. Поэтому для нас это первостепенная задача прийти и проголосовать. Поэтому это важность очень главная в эти 3 дня прийти и осуществить доверие к самому себе и нести ответственность за свое будущее, за развитие своего бизнеса. С Ириной Котенко согласна и предприниматель Саргалана Рожина. По ее мнению, принимая участие в выборах, избиратель показывает свою активность и желание участвовать в жизни города, региона и страны. У каждого из нас должна быть своя гражданская позиция. Участвуя в выборах, мы показываем свою активность, желание участвовать в жизни города, региона и страны. Общество, которое состоит из пассивных людей, не имеет будущего. И я призываю всех якутян, кто неравнодушен к своему будущему своих детей, прийти на избирательные участки и принять участие в выборах. Жители Чепчелганского наследия Амгинского района активно принимают участие в 3-дневных выборах. По данным избирательного участка номер 52, список голосующих составляет 689 человек. На сегодня всего проголосовали около 300 жителей. Это 43% от общего числа избирателей на данном участке. Многие пожилые люди вызывают избирательную комиссию к себе на дом и голосуют в мобильную урну. Молодые избиратели также активно принимают участие, внося свой вклад и голос в будущее своей республики.
Сегодня уже более активный день. Завтра последний день голосования. Завтра, наверное, приток будет еще больше. У меня каждый день 2 членов выезжают на голосование вне помещения, избиратели, которые пожилые и с инвалидностью. К ним выезжаем на дом. Я всегда положительно отношусь к выборам, потому что всегда в них участвую, независимо, когда они проходят, где они проходят, какого уровня выборы. Мы всегда, и вообще наша семья, все участвуют. И дети мои, и внуки уже стали избирателями. И с мужем мы всегда вместе приходим и с удовольствием голосуем. С 8 утра стартовала и работа избирательных участков в Верхневилюйском районе. О ходе кампании расскажет Валерия Золотарева. Все избирательные участки работают без проблем и нареканий. Поток избирателей более-менее стабильный. В Верхневилюйском улусе отличилось управление образования. Проголосовали почти 100% сотрудников. Отмечу управление образования. Все 100% вышли. Школа номер 2, школа номер 4 и, конечно, все сельские школы и детские сады вышли голосовать у нас. Все жители спешат сделать свой выбор. Сегодня суббота, и многие пришли в свой выходной день. Говорят, очень удобно, что выборы идут целых 3 дня. Вчера мы работали, поэтому времени как-то не было. И сегодня у меня выходной, поэтому я с утра спокойненько пришла на выборы. Здесь все устроено очень удобно. Выборы проходят быстро. Комиссия работает, мне кажется, неплохо. Наблюдатели везде есть. Поэтому я думаю, что ошибок не будет, претензий тоже не будет. Окружная избирательная комиссия Верхневилюйского улуса подвела итоги первого дня. По данным на 8 сентября из 11 207 избирателей всего проголосовало 4 957, что составляет 44,23%. Наши избиратели на участках отличились активностью, в том числе и молодежь. По заявлениям на дому проголосовали на 20 участках всего 197, что составляет 4,14%. Из 34 УИК большинство председателей более 20 лет участвуют в работе избирательных комиссий, имеют огромнейший опыт. В избирательных участках, кроме наблюдателей, присутствует по 2 сотрудника экзит-пола, проводящие опрос граждан после голосования. Все с волнением ждут итоги. Валерия Золотарева, Александр Дамов, Верхневилюйск. В Намском районе на сегодняшний день свой выбор сделали свыше 4000 граждан, что составляет 30% от общего числа избирателей. На территории улуса идет 3-уровневый выбор – региональный, муниципальный и выборы поселенческого уровня. Организацией и проведением выборов занимаются 27 территориальных избирательных комиссий. Самая высокая явка на данный момент наблюдается в избирательном участке номер 350. Это территория Намского педагогического колледжа. Также высокая явка зафиксирована в селах Хамагата, Арбын и Искра. Второй день работа кипит, активность довольно-таки большая. По опыту прошлых лет, если посмотреть, то на территории Намского улуса общая явка в среднем составляет 60%. То есть на сегодняшний день половина избирателей Намского улуса, активная часть населения, она уже вышла. Каждый должен сделать свой выбор. Я так думаю, у каждого свое мнение. Хожу постоянно, регулярно, принимаю участие тоже. Мне не безразлично наше будущее, как жить дальше, о будущем думать. Ну а сейчас мы предлагаем узнать актуальную информацию о ходе избирательной кампании, которую готова предоставить наш корреспондент Мария Кардашевская. Она на прямой связи со студией из Центральной избирательной комиссии региона. Мария, приветствую. Сколько якутян уже исполнили свой гражданский долг? Приветствую, Петр. В самом большом по площади регионе страны. Мы находимся сейчас в Центральной избирательной комиссии республики и попросили рассказать об актуальных данных секретаря Центральной избирательной комиссии республики Аллу Самойлову. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как проходит голосование? Голосование проходит достаточно активно по оперативным данным, которые предоставлены из 35 территориальных избирательных комиссий нашей республики. На 15 часов 9 сентября проголосовало 186 157 человек, что составляет 28,81% от числа избирателей, включенных в список избирателей нашей республики. В 5 лидеров по явке, если так условно сказать, можно
назвать Оленёкский и Эвенкийский национальный район. Здесь проголосовало 65,92 избирателей, достаточно высокая явка. Анабарский национальный, Долгано-Эвенкийский улус 57,57%. Верхневилийский улус район 54,43%. Эвено-Бетантайский национальный улус район 44,92%. И Абыйский улус район 45,11%. Голосование продолжается. Спасибо вам большое. Но у нас к этому часу все. Мы будем продолжать держать вас в курсе событий. Я передаю слово студии Петр. Мария, спасибо. Напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Мария Кардашевская. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.